Ближе к 10 часам утра сопредседатели женевских дискуссий пересекли границу по реке Ингур. На абхазской стороне их встретили министр иностранных дел Абхазии Даурковы и глава галской администрации Тимур Надараев. Пропускной пункт в селе Таглан был первым в списке посещения. Этот пункт был закрыт еще в прошлом году. Во время Отечественной войны народа Абхазии железнодорожный мост был поврежден. К нему был прицеплен навесной мост, который временно использовался исключительно для пешеходов. Глава администрации Галского района Тимур Надарай рассказал, что переходить по мосту было небезопасно. Здесь был висячий мост, который соединился, опасный для жизни даже людей, которые здесь переходили. Он болтался туда-сюда. Мост, который представлял собой в первую очередь угрозу для жизни людей, потому что он был очень шаткий. Вот территория Грузии. Вот это был первый КПП, который был не обустроен, не соответствовал, соответственно, никаким стандартам. Представители абхазской стороны убеждены в том, что с закрытием этих КПП стало больше порядка, и контролировать процесс перехода государственной границы в дальнейшем станет проще. Тот случай, когда погиб здесь гражданин Грузии. Вот. Я думаю, что там, на этом мосту, у нас будет больше порядка. Больше мы будем контролировать все эти процессы. Глава района также объяснил гостям, что жители ближлежащих сел обеспечены общественным транспортом, которым они могут воспользоваться для поездки к КПП «Ингур». В транспорте вообще никаких проблем нет. Вообще добраться до Ингура нету проблем. Мы автобус этот пускаем как раз вот в вечернее время, темно, когда меньше маршруток, такси ходят, чтобы людям, учитывая, когда граница закрывается, чтобы они могли добраться до села Печора. Пропускный пункт на Ингуре открыт 24 часа или... Нет, он открыт, он до 7 часов вечера. В 7 часов утра открывается, в 7 часов вечера закрывается. Здесь в каждом селе есть свой автобус, и есть еще городской автобус, который мы запустили после закрытия этих мостов. Он едет до села Печора, заезжает в село Коура и по вот этой вот трассе едет до границы с Будой. И сколько раз в день этот автобус? 3 раза. Сопредседатели женевских дискуссий от Евросоюза, ООН и ОБСЕ считают посещение закрытых пропускных пунктов важным фактором. Не секрет, что между участниками женевских переговоров есть разные мнения о том, хватает ли только один пункт пересечения или нужны несколько пунктов. И вот после того, что мы видели, конечно, вот эти дискуссии продолжаются. Мы получили возможность увидеть ситуацию собственными глазами на местах. Это помогает нам проводить дискуссии в Женеве, поскольку во время переговоров возникают различные мнения, порой противоречивые в отношении этой ситуации. И, конечно же, мы уделяем внимание сферам озабоченности местного населения, а также вопросам, которые имеют отношение к праву на свободное передвижение. Были рады сегодня получить эту возможность, приехать посетить данные пункты, и мы очень благодарны Министерству иностранных дел и местной администрации за оказанную поддержку. Для нас женевские дискуссии представляют большое значение. Основная задача сопредседателей – это способствовать обсуждениям и переговорам между участниками дискуссии. У нас очень много вопросов на повестке дня во время женевских дискуссий, начиная от вопросов, которые вызывают озабоченность местного населения, заканчивая вопросами, которые касаются гуманитарных дел и вопросов безопасности. Поэтому для нас очень важно находиться сегодня здесь, чтобы получить четкую картинку и увидеть своими глазами ситуацию на месте. И, конечно же, для нас существуют определенные принципы, такие как свобода на передвижение, возможность для взаимодействия, возможность получать доступ к существованию. И поэтому мы в этом смысле хотели бы, конечно же, видеть взаимодействие сторон. Министр иностранных дел Абхазии Даурковы рассказал, что это традиционный приезд сопредседателей перед началом очередного раунда в Женеве. Перед началом очередного раунда женевских дискуссий
а всегда проводятся консультации со сторонами. Вот. И на прошлом раунде женевских дискуссий, когда стоял активно вопрос о закрытии пропускных пунктов, грузинская сторона, вы знаете, позиционировала эту ситуацию как некую гуманитарную катастрофу для жителей Галского района. То есть пришлось приложить немало усилий, чтобы объяснить, что никакой гуманитарной катастрофы нет. И там же я предложил сопредседателям посетить и воочию увидеть, что из себя представляли эти пропускные пункты. Вот. Сегодня мы видим, что позиция сопредседателей женевских дискуссий, я думаю, коренным образом поменялась, потому что они сами, в принципе, увидели, что это было, что эти пункты, они не обустроены, никоим образом не соответствовали никаким стандартам, ни безопасности для пересечения границы государственной. И сегодня они отметили также, что, проходя по государственной границе, по реке Ингур, они могли убедиться, что там нету ни заторов, все проходит быстро, люди проходят в свободном режиме при предъявлении документов. Поэтому, если говорить о значимости данного события, я считаю это очень важным событием, то, что сами участники, сами сопредседатели, которые формируют мнение, формируют повестку в том числе, они уже понимают, о чем идет речь. То есть убедившись воочию. Это важно для нас. Очередной раунд женевских дискуссий пройдет в июне текущего года. Рената Шакая, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.